Доброе утро на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. Программа «Утро Якутии». Меня зовут Павел Танин. Сегодня четверг, 3 ноября, и заканчивается укороченная рабочая неделя, потому что завтра нас ожидает праздник, День народного единства. Ну и заранее всех вас, конечно, с наступающим поздравляю. Ну, давайте сегодня, как и все предыдущие дни, встречать утро вместе, потому что много интересного мы приготовили. Приготовили много познавательного, и интересные гости в нашей студии тоже будут. Помимо этого, вчера мы говорили, что сегодня будем разыгрывать месячный абонемент в фитнес-клуб, поэтому будьте внимательны, вопрос совсем скоро прозвучит, и, конечно же, нужно будет быстрее всех дать правильный ответ. Помимо этого, вопрос будет продублирован в нашем телеграм-канале, поэтому советуем вам подписаться на него. «Утро Якутии», достаточно просто зайти в телеграм-канал, Телеграм, просто в поисковике Телеграма написать «Утро Якутии» слитно, и канал наш обязательно найдете. Также можете отсканировать QR-код на экране, который уже появился при помощи вашего смартфона, и все у вас получится. Ну и по традиции давайте поговорим о том, что же произошло в мире, пока мы спали. Накануне на поселок Тикси обрушилась сильная пурга с порывами ветра до 26 метров в секунду. В школах отменили занятия, женщинам с маленькими детьми разрешили не приходить на работу. Вообще сезон снежных вихрей в Булунском районе начался на месяц раньше. Видимость в поселке почти нулевая. С утра порывы ветра достигали вчера накануне 24-26 метров в секунду. Температура воздуха составила около 14 градусов ниже нуля, но при этом при порывах ветра она резко снижается. Обычно такая погода бывает в декабре, поэтому начавшаяся пурга накануне стала, конечно же, неожиданностью. Вообще порывистый ветер ожидается сегодня уже, 3 ноября, в Ленском, Жиганском, Нерюнгринском районах. Его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду, а в Анабарском и Булунском 19-24 метра в секунду. Ледяные блинчики испекла природа в Сангаре. В Якутии запечатлели редкое природное явление – блинчатый лед. Это скопление ледяных дисков в речке. Толщина такого льда может достигать 15 сантиметров, а диаметр ледяных кругов варьируется от нескольких десятков сантиметров до 4 метров. Интересно, что несмотря на кажущуюся хрупкость, блинчатый лед является достаточно крепким и устойчивым и покрывает целые километры поверхности водоема. Часто на такой ледяной поверхности даже можно встретить животных, которые прогуливаются вдали от берега в поисках пропитания. Накануне 2 ноября персонал авиакомпании «Якутия» аплодировал своим пассажирам, потому что ими оказались герои, бойцы республиканского добровольческого отряда «Боутур». Пассажиры рейса также поздравили военных с возвращением на родину. Конечно же, мы гордимся нашими бойцами, потому что это настоящий пример мужества, чести и отваги. У нас, кстати, интересная ситуация в Булунском районе, в Тикси, пурга, поэтому давайте, наверное, самое время поговорить о том, что же вообще сегодня нас всех может ждать за окном, какая погода. Сегодня в центральных районах температура воздуха минус 28, минус 25. В заречной группе минус 26, минус 13. В южных 18-16 ниже нуля, в Вилюйской группе 7-6 со знаком минус. В нижнеленских районах минус 15, минус 11, в западных минус 9, минус 6. В Колымо-Индигирской группе Улусов минус 29, минус 22. В Янской группе 26-16 со знаком минус, на северо-западе 15-9 ниже нуля. В городе Якутске сегодня температура воздуха в 6 часов утра составила минус 23 градуса, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, штиль. Сегодня днем ожидается без существенных осадков, ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду, температура воздуха 14-12 градусов со знаком минус. Что ж, стоит одеваться теплее, беречь себя. Ну а теперь обещанный розыгрыш абонемента в фитнес-клуб. Вчера мы его демонстрировали. Вот он опять у меня в руках. И достаточно, чтобы его получить, просто первым ответить на достаточно такой замысловатый вопрос. Напоминаю, что вопрос будет также продублирован в нашем телеграм-канале, где вы сможете оставить свой ответ. Ссылку
QR-код, который можно сосканировать, также вы видите на своих экранах. Если вы ищете трудный путь, конечно, заходим в Telegram, в поисковике пишем «Утро Якутии» слитно. Ну а вопрос звучит следующий, он будет с вариантами ответов, поэтому будьте внимательны. Собственно, какого направления фитнеса не существует? Не существует направления такого фитнеса. Это либо цигун, каланетика и аквабоссу. Так сказать, время пошло, будем следить за тем, что вы отправляете, какие ответы. Ну и по мере поступления правильного, конечно же, мы об этом расскажем и объявим победителя. Ну а прямо сейчас узнаем, какими событиями сегодняшний день запомнится. На календаре 3 ноября. Сегодня День культуры в Японии, День провозглашения независимости Панамы и Национальный день сэндвича в США. По народному календарю Илларионов день. На Руси подмечали, что с Илларионова дня начинается заметать пороша. Хотя ночи были уже морозными и снежными, днем солнце еще прогревало землю и было довольно грязно. По этому поводу люди говорили: первая пороша не путь. На Иллариона примечали: если снег ляжет на сырую землю и не растает, значит весной рано зацветут подснежники. Если же снег выпадает на мерзлую почву, то в следующем году можно ждать хорошего урожая хлеба. Это день в истории. В 1888 году в этот день состоялось первое исполнение симфонической сюиты Шахерезада Николая Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге. А в 1891 году на заседании Московского математического общества Николай Жуковский делает доклад о парении птиц, в котором дает теоретическое обоснование фигурных полетов и, в частности, мертвой петли. В 1905 году состоялось восстановление автономии Финляндии. В 1906 году по подписанной в Берлине Международной радиотелеграфной конвенции единым сигналом бедствия для радиосвязи на море был установлен сигнал СОС. В 1907 году во Франции совершает полет первый в мире вертолет. 3 ноября 1924 года постановлением Президиума Якутского Центрального исправительного комитета объявляется борьба с шаманизмом в республике. В 1928 году Турция переходит с арабского на латинский алфавит. В 1954 году в Японии на экран впервые выпускается «Годзилла». А в 1957 году в Советском Союзе совершен запуск космического аппарата «Спутник-2» с собакой Лайкой на борту. В 1967 году открывается новая Невско-Василиостровская линия ленинградского метро. В 1972 году состоялась премьера фильма «Зита и Гита» режиссера Рамеша Сиппи. В 1988 году в этот день состоялась мировая премьера фильма «Холодное лето 53-го» режиссера Александра Прошкина. Ну а в 2016 году в этот день вышел в российский прокат фильм «Мой убийца» режиссера Костаса Марсана. В этот день родились Бенвенуто Челлини, итальянский ювелир и скульптор; Самуил Маршак, советский поэт, переводчик, писатель, редактор; Тедзука Осаму, японский аниматор, создатель нового стиля больших глаз в манге и аниме; Виктор Черномырдин, советский и российский государственный деятель; Александр Градский, советский и российский певец, автор песен, композитор; Дольф Лундгрен, шведский и американский актер, режиссер, сценарист и продюсер; Евгений Плющенко, российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион; Эвер Андерсон, американская актриса, дочка Милы Йовович. Именины в этот день отмечают Аза, Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Денис, Дмитрий, Захар, Иван, Иларион, Константин, Марфа, Николай, Павел, Пелагея, Сергей, Федор, Юлиан и Яков. Но уже завтра, 4 ноября, в России отметят один из самых значимых общенациональных отечественных праздников – это День народного единства. Ну и в связи с этим сегодня и завтра в Якутске проходит 5-й межрегиональный этнофорум «Диалог народов. Диалог культур». В мероприятии принимает участие большое количество гостей. Один из них сегодня гость нашей студии – это Андрей Худолеев, ответственный секретарь комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной и национальной политики Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным
профессиональным отношениям. Андрей Николаевич, доброе утро. Доброе утро. Вот. Как давно уже в Якутске? Ну, в плане... Со вчерашнего дня. То есть просто некоторые гости у нас прям с корабля на бал попадают в нашу студию. В первый раз к нам приехали? Нет, я здесь уже много раз. Многих вижу, как они выросли за это время. Изменения видно все. Ну и, наверное, как город меняется, тоже замечаете. Ну, город меняется медленно, а вот все, что связано с тематикой национальной, вчера вот как раз самое впечатление в зале эталонных образцов мастеров народного творчества. Этого раньше не было, меня очень впечатлило. Ну, к слову о форуме, 5-й уже межрегиональный, проводится. В чем его суть? Какие вопросы обсуждаются, что хотят всегда по итогу этого форума получить? Ну, во-первых, конечно, для молодежи такой форум очень важен. Наверное, в этом году особенно. Он проводится не каждый год, во время пандемии он был онлайн. Это не формат, потому что, к сожалению, как многие думали, все можно решить в формате видеообщения. Вот как раз межнациональные отношения, общий диалог, общий стол, общение, оно, конечно, очень важно. И мы сейчас прошли тут, скажем так, этап переписи населения. И, кстати, нужно заметить, что вот именно перепись показала интерес молодежи к своей национальной идентичности, к своему самоопределению, потому что можно было проходить перепись онлайн. Устроен так был электронный переписной лист, что как ты доходишь до национальности, если ты не заполнил его, дальше идти нельзя. И каждый, кто был перед экраном в это время, вольно или невольно задумался, кто я. И, кстати, вот именно перепись, она подтолкнула очень много молодежи к поиску своих этнических корней. И как раз на форуме мы будем говорить о сохранении культуры, потому что тоже это одна из основных составляющих вот, этнической принадлежности, взаимодействия культуры, взаимопроникновений. Вот Россия и даже Якутия, если говорить, да, в данном случае это показатель того, как разные культуры пересекаются на одной территории и очень плотно как бы взаимодействуют. И даже в свое время для меня это было очень удивительно выражение, которое появилось, наверное, только здесь, да, там обрусел, даже в Якутии, объякутился. Ну, наверное, это тоже это ж в обе стороны шел процесс. Ну, в принципе, да, процесс обоюдоострый всегда. Андрей Николаевич, сейчас прервемся на короткую паузу, после нее обязательно продолжим нашу беседу, поговорим в том числе национальной идентичности и так далее. Уважаемые телезрители, оставайтесь с нами, буквально через пару минут мы вернемся и продолжим говорить на действительно актуальную, предпраздничную фактически тему. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. 2 миллиона рублей собрали жители Хангаласского улуса в помощь мобилизованным землякам. Благотворительный счет открыли 30 сентября. Первыми свой вклад внесли в виде однодневной заработной платы работники улусской администрации, районного совета депутатов и различных управлений. К ним присоединились учреждения и организации района. Из числа рядовых жителей самое щедрое пожертвование – 50 тысяч рублей совершил пенсионер из Покровска Александр Могила. Одно из больших перечислений сделал наш земляк, владелец рекламной кампании «Ректай» Афанасий Владимирович Киприянов. Он сделал перечисление в размере 100 тысяч рублей. А также перечисления сделали наши подведомственные учреждения, администрация, муниципальный район и большие ресурсоснабжающие организации тоже сделали свой вклад и отправляли свои однодневные заработные платы. Поступившие средства перечисляются гуманитарной помощью именно военнослужащим из нашего района. А семьям военнослужащих? Семьям военнослужащих перечисление делается из бюджета муниципального района Хангаласский улус. Женам или родителям по 10 тысяч, а также детям по 5 тысяч. Быстро и безболезненно в столичных поликлиниках второй месяц можно получить назальную вакцину от коронавируса. Отличие новой вакцины от традиционной, которую обычно вводят внутримышечно, отсутствие боли. Новая назальная вакцина не имеет игл, ее вводят как спрей в нос. Инъекция не имеет вкуса и специфического запаха, она подойдет тем, кто боится получать уколы.
Сегодня назальная вакцина доступна практически во всех столичных поликлиниках, но перед походом в медучреждение лучше уточнить по телефону в медучреждении. Ну, интерназальная вакцинация создает иммунитет как гуморальный, повышение иммуноглобулина А в секретах слизистой носа дыхательных путей и повышение иммуноглобулина А и также иммуноглобулина G и клеточный иммунитет для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Повышает иммунитет и усиливает иммунитет. Но он лучше идет как после человек, если переболел ковидом, для усиления вот именно иммунитета, да, и после вакцинации вот именно инъекция лучше вот именно интраназальный. А в Чурапче стартовал проект по раннему выявлению и помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Служба раннего выявления и помощи – это пилотная площадка Республиканского центра психолого-медико-социального сопровождения. Она тесно сотрудничает с Республиканским реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. В рамках работы службы родители смогут принять участие в занятиях с их детьми. В службу ранней помощи входит несколько специалистов, такие как логопед, психолог, инструктор по ЛФК и массажист. Главная цель и особенность нашей службы – это помощь родителям в социализации их детей и раннее выявление проблем. Это «Утро Якутии». Перед началом нашей паузы короткой мы начали говорить об межрегиональном форуме «Диалог народов, диалог культуры». И в гостях у нас один из гостей этого форума Андрей Худолеев, ответственный секретарь комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при президенте Российской Федерации. Андрей Николаевич, ну вот мы начали в двух словах уже говорить о форуме. Какие площадки будут? О чем вообще еще раз? Вообще как раз форум интересен, что у нас... Обычно считается форум, это сидят все в пленарном, ну, вернее, в одном зале, все слушают. В сиденьях. Да, вот как раз и форум и отличается, то, что будет несколько площадок, причем модное слово сейчас локация. Сегодня это локация университетская, завтра это Томи Кулаковского, да, то есть где возможности будут посмотреть еще вот, часть национальных культур какую-то и форматы, кроме классических, как мы говорим, это диалоговые площадки, какие-то проектные всевозможные моменты, когда мы, кроме того, что мы можем что-то обсудить, и задача входная, и задача форума — это выработать некие предложения, либо новые подходы как раз в вопросах взаимодействия представителей разных народов, вот применительно к сегодняшней ситуации и еще применительно к молодежи. Что, ну, такая проблема есть, что не всегда молодежь понимает, как взаимодействовать с представителями разных национальностей. Вот мы в самом начале беседы, вы очень такую интересную, ну, так сказать, наблюдение, скажем так, сказали, что национальная идентичность у молодежи сегодня очень развивается, вот на примере переписи. Вообще, если взять какой-то срез за 10-15 лет, насколько сильно все это изменилось? Ну, я могу сказать по результатам предыдущих переписей, чтобы цифра была. Вот у нас перепись 2002 года, 1 200 000 человек не указали свою национальную идентичность. А перепись 2010 уже 5 400 000 с лишним тысяч. То есть это население небольшой европейской страны. И это была реально трагедия государства, когда люди теряют свое представление. Вот я знаю, даже у меня парень был в Москве на одном форуме в начале 2000-х годов. Ты кто по национальности? Я гражданин мира. Был такой период. И то, что сегодня у нас происходит в стране, и люди хотят узнать свои корни, традиционную культуру. Очень важна эта составляющая часть истории своей семьи. Вот, у нас есть и смешанные семьи, или мама и папа вот в Якутии из разных улусов, например, встретились, где тоже есть свои отличия, даже у представителей одного народа. И это очень здорово, потому что тогда понимают глубинные смыслы, вот эти национальные. Это не только, там, как у нас там часто считается, кухня, костюм и так далее. Это особенности мастерства, там, народных промыслов, которые возрождаются сегодня. И, кстати, вот я вот буду в этом месяце в Мурманске на выставка, будет первый раз форум проводиться народного творчества, приедут, а в основном молодые мастера приезжают. И видно, что как это все возрождается.
возвращается к истокам. Это очень здорово. То есть можно как-то так сказать тезисно, что сегодня у молодежи есть спрос именно на свои традиции национальные? Ну, на понимание смыслов своих предков, даже больше я скажу, потому что традиция — это такое размытое понятие, никто не понимает. А понять, почему, особенно почему жили так, вот многие хотят возвращаются это к тому, что понимание, как воспитывали детей. Да, в данном случае, да, это же тоже тонкие вещи, мы же очень многое что упустили в этой традиции. Да, вот я знаю много, вот там даже у меня знакомая молодая мама, вот, она выпустила сборник колыбельных песен, мы утратили национальные колыбельные, ну и так далее. А вот на ваш взгляд, что повлияло вот на вот это улучшение ситуации, скажем так, вот вы сравнивали начало 2000-х, сейчас вот две переписи? Ну, это, наверное, не знаю, определенный исторический этап, лихие 90-е, где ценность были деньги, и как бы отношения между людьми выстраивались на уровне «ты мне, я тебе». А со стабилизацией в стране, что бы там ни говорили, видно, как страна меняется. А когда страна меняется, всегда возникает вопрос, да, почему это происходит. Мы хотим искать свою нишу какую-то, мы уже не То есть хотим... потребность в более глубоких смыслах? Да, смысл, и почему мы такие. Потому что Россия — это одна из немногих стран, наверное, пожалуй, единственная, которая формировалась изначально как многонациональное государство. Вот этот опыт у нас, да, вот сегодня, оказывается, а как мы жили, да, и конфликты бывали у нас и в 90-е, и в 2000-х годах, межнациональные. Но когда начинаешь разбираться, оказывается, что большинство таких конфликтов — это, мягко говоря, хулиганство, разборки какие-то и так далее. И людей, даже участников конфликта, можно задать вопрос: а что ты знаешь про свою национальность? Большинство не могло сказать. Вот сейчас это, да, я могу, потому что мы такие там и так далее. И люди этим гордятся. Я как-то несколько лет назад был в Якутии на празднике, не в городе, где все красиво. И я увидел, сколько молодых ребят вот приходят на праздник в национальной одежде, там, с поясами, с ножами традиционными и так далее. И, грубо говоря, это не показуха, это нормальная потребность. Мастера, которые молодые ребята, которые делают изделия традиционных, ну, вот ювелирного промысла, правда, из нержавейки, вот это новое качество. Да, в данном случае. Но, тем не менее, молодые ребята, которым это интересно, это очень важно. Андрей Николаевич, ну, на самом деле, можно говорить еще очень много на эту интересную достаточно тему. К сожалению, эфирное время не позволяет, поэтому спасибо вам большое за эту беседу. Она была поистину и познавательная в том числе. Мы узнали тут разницу, опять же, двух переписей, как изменилось понимание себя, наверное. Сейчас будет результат третьей переписи, вот будет и результат. посмотрим, правильно ли мои гипотезы. Ага. Надеюсь, форум пройдет замечательно, и участники, самое главное, получат для себя какие-то вот новые ориентиры, куда им двигаться, что для себя новое о себе самим открывать. И от других самое И важное. от других самое важное, потому что Россия многонациональная, в этом наша сила, вероятно. Ну а мы продолжаем наш эфир. На очереди наша традиционная рубрика «Пусть мама придет». Знакомьтесь, Эльвира. Мне 14 лет, я учусь в 6 классе. Мой любимый предмет — русский язык. Занимаюсь я волейболом, танцами. Илья, расскажи мне, что ты делаешь? Я делаю корзинку. А кто тебя учит это делать? Мария Анатольевна. Это вот что вы берете просто обычную бумагу, да? Расскажи, вот что вы используете, какой материал? Мы берем обычную бумагу А4, закручиваем, потом склеиваем и начинаем плести корзины. Илья, какая у тебя мечта есть? Стать хорошим игроком по волейболу. Эльвира каждый день приходит в спортивный зал, шаг за шагом приближаясь к своей мечте. При этом она задумывается и о своей будущей профессии. А ты уже задумывалась о будущем? Вот кем бы ты хотела стать, где бы ты хотела учиться? Я хочу стать медсестрой. Спокойствие, доброта, неравнодушие, которыми обладает Эльвира, помогут ей стать тем, кем она хочет. Эля всегда приходит на помощь тем, кто в этом нуждается. У девочки много подруг, ее любят и уважают воспитатели. Есть у Эльвиры еще одна самая заветная мечта. Ты бы хотела попасть в семью? Да. Вот, Илья, расскажи, в какую семью? Я хочу, чтобы она была добрая, понимала меня, любила, заботилась. А чему бы ты хотела научиться у своей мамы? Наверное, вкусно готовить. И все.
Мы надеемся, что Эльвира обретет семью, и все ее мечты обязательно сбудутся. Что ж, мы в нашей редакции убеждены, что красота и истинный стиль кроются в деталях. Стильные женские аксессуары – именно то, что помогает девушке подчеркнуть образ, правильно расставить акценты и добавить изюминку любому, даже самому лаконичному комплекту. Так, во всяком случае, так говорит наш стилист Дарья Габышева. Доброе утро, друзья! Сегодня я с вами стилист Бронислава Мэй, и мы поговорим с вами о аксессуарах. Аксессуары – это очень важная часть нашего с вами гардероба. Именно детали делают нас на самом деле стильными. То, как мы сочетаем аксессуары, какие аксессуары мы подбираем для своего внешнего вида, влияют на наше настроение и стиль. Давайте посмотрим, что в тренде в этом сезоне. Один из самых долгоиграющих трендов в аксессуарах – это, конечно, украшения из жемчуга. Это классика, это то, к чему с вами привыкли. Но если раньше жемчуг носили только в сочетании с черным платьем и на выход, то сейчас жемчуг – это уже повседневный вариант. Вы можете носить жемчужные украшения 24/7 и на работу, и в офис, и на свидание. Красивые жемчужные украшения всегда выглядят элегантно и очень женственно. Поэтому к этим украшениям можно подбирать более женственные варианты. Например, это могут быть различного рода платья или костюмы в классической форме. Цепи. Цепи тоже очень актуальны и довольно давно. Момент в том, что цепи меняют свою конфигурацию. То есть они могут быть потолще, потоньше и так вот по-разному меняются из сезона в сезон. Но помним о том, что хорошая цепочка всегда здорово вписывается в более нетрадиционные образы. То есть это могут быть какие-то гранжевые стилистика, это могут быть неформальные образы. Но и также цепи добавляют образу брутальности, поэтому классно будут смотреться с легкими шифоновыми платьями или бельевой историей. Поэтому сочетайте и внедряйте цепи в свой гардероб для того, чтобы подчеркнуть дерзкий характер. Яростные украшения как никогда актуальны. Вы можете сочетать бусы с цепью. Это будет смотреться очень классно. Цепи отлично подойдут в сочетании с цельными изделиями. Это могут быть футболки, водолазки, лонгсливы или платья-карандаш. Такие украшения отлично вытягивают силуэт и делают нашу шею еще прекраснее и красивее. К нам вернулись украшения из натуральных камней. Именно сейчас самое время расчехлять бабушкины чемоданы. Выбирайте для себя интересные бусы, украшения из янтаря, агата или изумруда. Такие украшения классно впишутся в повседневные образы. Дополняйте им простые белые футболки или классические белые рубашки. Тогда ваш образ будет более интересным и стильным. Чокеры снова в моде. Они вернулись к нам, а были актуальны всего лишь 2 года назад. И казалось бы, что стоило бы от них избавиться, но нет. Оставляем их в своем гардеробе, возрождаем и добавляем на них разные подвески. Подвески могут быть в соответствии с вашим характером. Если вы дерзкая, вы можете добавить какие-то цепочки, всевозможные крестики или же звезды. А если вы девушка романтичная, добавляйте цветочки, бусины, и все это дополнит вас как личность. Стиль – это индивидуальность, поэтому выбирать можно все, что захочется. Поэтому, когда вы приходите в магазин за украшениями, помните и опирайтесь всегда на свои личные интересы и предпочтения. Смотрите на то, что есть в вашем гардеробе, и сочетайте гармоничные образы. Всего хорошего. Пока-пока. Что ж, отличные советы, берите на заметку. Но я напоминаю, что сегодня мы в нашем эфире разыгрываем сертификат в фитнес-клуб Fit Studio. Это целый месяц, абонемент на целый месяц. Чтобы его получить, достаточно в нашем телеграм-канале под соответствующей записью ответить на достаточно простой вопрос, который звучит следующим образом. Какого направления фитнеса не существует? И варианты ответов к этому вопросу: цигун, колонетика и аквабоссу. В общем, нужно, кто первый ответит правильно, тот, соответственно, вот этот сертификат от Fit Studio обязательно получит в свои руки. Ну а мы продолжаем. Главное, чтобы костюмчик сидел. Заветам Станиславского следуют не только актеры, ведь нужно, чтобы зритель во время спектакля верил всему: актерской игре, декорациям и, конечно же, костюмам. Хотя сегодня на Гамлета могут надеть джинсы, а на Джульетту свитшот, такие наряды тоже нужно правильно подобрать. В каждом театре есть своя костюмерная, и в рамках проекта «Испытано на себе» наш коллега Руслан Ачиров разузнал тонкости профессии театрального костюмера и попробовал себя в роли актера. Татьяна, расскажите о вашей профессии, какие у нее есть особенности?
Ну, в общем-то, профессия довольно-таки интересная. Ну, сначала я была просто костюмером, работала непосредственно с актерами, с готовой продукцией, с костюмами, одевать их там, переодевать во время спектаклей, когда очень быстрые переодевания. Ну и вообще сама атмосфера здесь, конечно, очень приятная, разнообразная, и гастроли, и все такое. Вот, сейчас я перешла, получается, вот на заведующую. Здесь непосредственно, получается, костюмы, которые уже списанные спектакли находятся. И с них же идет подбор, допустим, на какие-то новые спектакли, если что-то вот можно подобрать. Ну, естественно, непосредственно работа с художником по костюмам, с эскизами. То есть говорят, вот какую нужно, какого года, допустим, там 70-х, 60-х годов, либо вообще военное время. Ну, здесь можно что-то найти, в общем. То есть в театре есть две костюмерные, одна для действующих спектаклей, да. А вторая уже те спектакли, которые были уже постановки, прошли. Да, вот так получается. А вот, допустим, бывает такое, что один актер одной комплекции, потом, допустим, роль поменяли, ну, например, да, играет другой человек. Вот как в этом случае, что вы делаете? Ну, у нас еще есть швейный цех, который может подправить что-то. Либо расшить, либо ушить, ну, либо уже шить новое, если здесь ничего не найдется. Вот как-то так получается. А какой вот в костюмерном цехе Русского драмтеатра самый сложный костюм? Это на сказках. На сказках? На сказках очень сложные костюмы, потому иногда приходится одевать его, допустим, нам вдвоем с кем-то. То есть один не справится. Там это вот летучие обезьяны, получается, в Элли. Там очень такая, очень странная конструкция, поэтому нужно здесь закрепить, тут на руках все там прилепить, короче, головной убор одеть, и это все быстро происходит. Но вот в основном в сказках, наверное, более сложные, там какие-то объемные, что-то такое. Вообще, вот, допустим, я гляжу на свой гардероб, у меня так немного вещей, да, и то бывает сложно, там, ну, там, следить, да, что-то постирать, там, что-то в химчистку отдать. Как вот здесь вот это все происходит? Химчистка одежды? Да, ну, тут, во-первых, тоже стараемся, конечно, вот прикрывать, чтобы пылью не забилась, ничего, но у нас есть прачечная, ну, либо в крайнем случае, конечно, сдаем в химчистку. Если костюм, ну, допустим, с подбора, и он точно будет работать, то, конечно, перед тем, как актеру выходить, мы его чистим, там, либо в химчистке, либо даем в стирку, и все это. Даже вот касательно «Капитанской дочки», там вот главный герой, по-моему, есть такой момент, когда его прямо Емельян Пугачев толкает ногой, и он падает в белой рубашке прямо на сцену. Вот бывают такие, там, вот взял и актер в порыве спектакля порвал что-то? Или... Ну да, ну вот работа как бы непосредственно костюмера, можно быстро заштопать что-то тоже. Бывало и штанишечки рвались, это так очень интересно тоже. Ну, актер всякое бывает, да. Ну, разные, да, моменты бывают. Татьяна, вам большое спасибо. Друзья, всем желаем доброго, отличного утра. Ну и, конечно, полный выпуск передачи «Испытывал на себе». Мы находимся в Русском драмтеатре, а, соответственно, я испытаю на себе роль актера. Смотрите в ближайшем выпуске на канале Якутия-24. Но мы продолжаем цикл сюжетов, рассказывающих об уникальных природных местах Момского района. Мы уже рассказывали о Большой Момской наледи, которая находится в 150 километрах от административного центра Хану. В этих непроходимых и порой труднодоступных местах в лесу проживает одна единственная семья – семья Тарковых. Почему они решили стать отшельниками, как устроен их быт и вообще о таежной жизни эвенских коневодов, расскажет Ирина Григорьева. В местности Усть-Тарың никто не живет. Ближайший населенный пункт до села Сасыр 100 километров, а до административного пункта Хону 120 километров. И наконец-то приехали в семью Тарковых, которая вот единственная семья, которая живет вот в этом населенном пункте в местности Усть-Тарың. И вот нас как встречают. Вот здесь на территории сразу пасутся лошади. Это якутская порода лошадей, которые семья Тарковых разводит вот уже на протяжении 20 лет. Вот смотрите, они совсем не боятся людей, сами подходят, можно сказать, здороваются. Знакомьтесь, это семья Тарковых, Альберт и Анастасия. Они коренные момские эвены, древнего рода Кукуюн. Это родовое гнездо в устье Эйемю построил отец Альберта и его старшие братья. Здесь они проживают больше 10 лет. Поблизости на 200 километров ни души, но здесь они живут душа в душу. Настя родом из поселка Кюнтек, с верховьев Амулевки Магаданской области. Поэтому Настю здесь называют Магаданкой. В Сасыр – Чистай,
Она приехала с дедушкой 18 лет и только здесь выучила якутский язык. 12 лет назад во время работы в оленеводческом стаде познакомилась со своим Аликом. С тех пор и живут. Наверное, зов предков это. В краю все равно же есть. Заниматься животноводством, оленеводством, коневодством. Я когда первый раз сюда приехал, тяжело было, конечно. Потом я сразу уехала, через 1,5 года. А через год обратно приехала. Альберт Тарков – гордый сын тундры. Род Тарковых сильный, как Момские горы. У него большая семья – 6 братьев и 1 сестра. Родители Михаил Афанасьевич и Евдокия Ивановна работали оленеводами в совхозе «Искра». Сейчас им под 90 лет. Все свои знания родители передали детям, а они, в свою очередь, своим. У семьи Тарковых 6 детей, 16 внуков и больше 20 правнуков. Родословное древо Тарковых растет. У Момска наледи на попечение младшего из Тарковых около 90 лошадей, 6 табунов и табун отборных ездовых. Тарковы признаются, к лошадям относятся как к своим детям. Может быть, поэтому они здесь особые и необычайно красивые. Пастбища здесь плодородны, ведь тут растет хвощ пестрый, трава с уникальным биологическим составом, провитаминами и минеральными веществами. Поэтому выпас на таких пастбищах для Тарковых – подарок от суровой народной земли. Северное арктическое лето, оно очень короткое. В Момском районе растет специальная трава такая, необычная. Да? Вот благодаря этой траве лошади запасаются жирком, можно сказать, на зиму. И в итоге получается мраморное, самое вкусное мясо в Якутии. Затраты на содержание лошадей большие. Транспортные расходы на завоз зернофуража и ГСМ доставляют много хлопот. Для выезда на отдаленные участки, там, где находится табун лошадей, непросто. Зимой нужно ехать на буране, а летом на моторной лодке. Летом сюда перегоняем, а зимой на зимний участок, верхний участок. Семейный уклад в этом отдаленном месте не так уж далек от первобытного. Мужчина здесь охотник, а хозяйство на хрупких женских плечах. О таких, как Настя, здесь говорят просто. Есть женщины в овенских стойбищах. Настя и оленя на скаку остановит, и на буране съездит, и рыбку поймает. Как приехал, так сразу всему научилась. На самом деле ничего не умела же. Ни по-якутски не разговаривать, ни шить, ни рыбу разделывать. 18 лет мне только было же. Жизнь научила. Несколько лет назад Таркову установили спутниковые тарелки. Подключили слабый, но все же интернет. Теперь здесь есть цивилизация, шутят хозяева и вспоминают. Раньше жили при свечах. Утро в местности Кытыл каждый день начинается одинаково. Настя идет за водой, чтобы вскипятить чайник. Завтрак и снова работать, следить за лошадьми. Признаются, ни разу не ездили в отпуск. Летом сенокос, осенью переезд в зимнюю базу, а с приходом весны переезжают уже в 3-ю. В этом году пытались участвовать в получении гранта, но не прошли. Вы планируете участвовать? Ну, конечно, хорошо было бы. Но если скажут, то можно будет участвовать. Все равно участвовать будем, скорее всего. Жизнь Таркова крепко связана с сельским хозяйством. Родители передали своим детям главное – любовь к момской земле. Тарковы мечтают создать и развить фермерское хозяйство по разведению табунных лошадей и вывести свою особую чистокровную породу, но уже под своим брендом – Тарковы. Ирина Григорьева, Виктор Дьячковский, Момский район.
Необычные гости у нас в студии, потому что это преподаватели, студенты фольклорного отделения Якутского музыкального колледжа имени Жиркова. Они стали участниками в этом году международного фестиваля «Россия. Вселенная звука». Артур Семенов, хомусист, импровизатор, и Надежда Варламова, член Международного общества хомуса. Доброе утро. Доброе утро. Собственно, очень... Хоть и вроде бы спокойный такой мотив, но при этом он заряжает энергией. Мне кажется, в этом и есть все волшебство хомуса в принципе. Сколько я его не слышал в жизни, всегда эффект такой. Вроде спокойно часто играют, но какая-то своя энергетика есть. Тем не менее, в первую очередь хотелось бы с вами поговорить о фестивале. 19-й раз, если не ошибаюсь, он был проведен. Собственно, вы стали участниками. Сам фестиваль уже какой-то авторитет в мире имеет. Можете рассказать немного о фестивале, что в нем происходит, как давно якутяне принимают участие в нем? В прошлом году Артур Нургустанович Семенов, я и Варвара Дьяконова провели концерт в Рахманиновском зале в рамках фестиваля «Вселенная звука». И в этом году нам посчастливилось участвовать в нем дважды по приглашению организатора Маргариты Ивановны Каратыгиной. Фестиваль проводится на базе Московской государственной консерватории Чайковского. Да. И получается, мы уже выступаем там второй год. И каждый год даем концертную программу, академический час, это 45 минут, 1 час. И концерт проводился и в концертном зале Рахманинова. Да. Вот. И получается, из фольклористов сейчас, которые выступали на Рахманиновском зале, это только мы в республике. Здорово, на самом деле, но фестиваль уже международный. Да. Вообще у нас в Якутии хомус, фактически национальный музыкальный инструмент. Ну, даже не фактически, так оно и есть. Но в целом, где-то называется он варган, распространен этот музыкальный инструмент много где. Сколько участников вообще на фестивале приезжают, откуда они приезжают? В фестивале принимали участие регионы Российской Федерации из Ирана, из Монголии, Индии. Вселенная звука также принимает гостей из Индии, из Японии. Да. В этом году мы ездили на гала-концерт, открывать гала-концерт фестиваля в Самару. Мы поехали всем преподавательским составом, включая Леонору Кулагину-Соколову, заведующую отделение, Варвару Степанову, мастер мировой культуры, и Анну Ивановну Томскую, заслуженная артистка нашей республики. В таком составе мы поехали, представили культуру народа Саха, сыграли не только на хомусе, но также на нашем инструменте кыл-кырымпа, кыл-кылыгах, особенностью которого является то, что струны его изготавливаются из конского волоса. И представили очень обширную интересную программу, включая осохай, пение таюк, различные стили якутской песни дагерен, и также композиции на хомусе и песню Марка Жиркова. А вообще было ли интересно посмотреть, хотя вопрос, конечно же, глупый, на других, особенно представителей зарубежных стран? Удалось ли, может быть, пообщаться с ними? Да, в любых фестивалях, конкурсах все равно общаемся. И в этом случае тоже общались даже очень хорошо. И был такой момент, когда мы летом со студентами выступали. Нас встречала группа из республики из бурятская группа. Когда мы встречали из республики Татарстана, получается. Да. И так далее. И связи поддерживаются, и есть даже планы совместно сыграть программу у Анны Ивановны Томской с преподавателями из Бурятского музыкального колледжа имени Чайковского. Да. И также мы очень познакомились с очень хорошим с молодым татарским композитором, и тоже надеемся на то, что наше общение перерастет в дальнейшее сотрудничество. Ну, это всегда хорошо, когда есть, во всяком случае, какие-то предпосылки на то, чтобы проводить какие-то межрегиональные коллаборации, в том числе. Хотелось бы поговорить, конечно, и о музыкальном нашем колледже. Если не ошибаюсь, 75 лет уже ему исполнилось. Да. Как сегодня обстоят дела в колледже? Много ли студентов, желающих освоить эти все специальности музыкальные, творческие? Очень много, потому что я сам работал в приемной компании, и у нас конкурс очень большой. Например, в наше отделение мы берем
а в год только 7 студентов. И 7 студентов, а на конкурс подали в этом году 37. Да, 37 студентов. Из 37 мы берем только 7, получается. Якутский музыкальный колледж – это плод профессионального музыкального образования в республике. Из него вышли многочисленные народные артисты, также артисты театров, филармоний. И, конечно, вот уникальность его в том, что мы сочетаем не только национальную традиционную культуру, также у нас есть очень сильное инструментальное направление в плане академической музыки, есть теоретическое отделение, есть фортепиано, дирижерско-хоровое, народных инструментов, духовое вокальное отделение. Вокальное. И это вот старейшее учреждение профессионального музыкального образования. И наш директор Алексей Александрович Щербаков нас всегда во всем поддерживает. Выражаем ему большую благодарность. Ну, я думаю, будет актуально поздравить вас с наступающим праздником, День народного единства, завтра будем отмечать. Ну и, к слову, в принципе, вот участие в фестивале, это же в том числе показать культуру нашего региона. Да, конечно. А мы все знаем, что Россия у нас многонациональная, культур много, и все культуры должны себя показывать. Вас с праздником, вас тоже. Поздравляем с участием, во-первых, надеемся, в следующем году тоже зажжете на сцене. Обязательно. Да, и успехов, конечно, дальнейшего, хорошего дня. Ну а прямо сейчас наши коллеги из информационной службы расскажут о последних новостях. Якутия, доброе утро. Далее блок новостей. Усилить меры безопасности и антитеррористической защищенности на промышленных и энергетических объектах поручил глава Якутии. Для этого по всей республике проводят дополнительные учения по ликвидации аварийных ситуаций. Айсен Николаев поручил актуализировать перечни важных объектов транспорта, коммуникации, связи, энергетики, а также представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей. По каждому из них необходимо рассмотреть введение особого режима работы. Ранее для оперативного взаимодействия в Якутии создали специальный штаб. Он занимается анализом угроз и подготовкой комплекса охранных мер. Штаб возглавляет глава республики. Продолжает помогать семьи мобилизованных в Амгинском Улусе. Там по частичную мобилизацию попали 85 человек, из них по уважительным причинам вернулись 16. В районе организован фонд помощи участникам специальной военной операции, куда все желающие могут отправить средства. Предприятия Амги также отправляют свою однодневную зарплату на счет фонда. Работает и комиссия. Помогают семьям мобилизованных. По заявке проводят субботники по заготовке дров, льда, решают хозяйственные вопросы. Женсоветы Наслегов сшили 360 аптечек, 250 из которых оснастили медикаментами. С управлением социальной защиты населения труда предусматривается единовременная материальная помощь семьям и военнослужащих в размере 200 тысяч рублей и предоставление санаторно-курортного лечения родителям военнослужащего. Наше управление начало прием заявлений через портал Якутия и МФЦ «Мои документы» с 5 октября. Все поступившие заявления нами практически в полном объеме отработаны. После сверки с воинской части направляется на выплату. Для своевременного получения выплат специалисты работали в полном объеме и без выходных. Названы примерные сроки открытия ледовых переправ. Так, с 1 декабря планируется поэтапное открытие ледовых дорог и автозимников на участках федеральных трасс Вилюй и Колыма. Как сообщили в управлении дорог Вилюй, с начала декабря планируют открыть проезд автомобилей весом до 4 тонн через реку Вилюй на участках сел Верхневилюйск, Кюндядя, Устье и Крестях. Также 1 декабря откроется автозимник Хандыга-Мегина-Алдан. Ориентировочный срок открытия зимника Якутск-Нижний Бестях – 5 января следующего года. Сроки могут быть скорректированы. 90 лет исполнилась Республиканской клинической больнице номер 3. Это одна из старейших и передовых медицинских организаций Якутии. История больницы началась 15 октября 1932 года. Сегодня в структуру клиники входит 6 крупных подразделений. Это поликлиника, центры лечебно-реабилитационной и гериатрической медицины, лаборатории биоинформатики и предиктивной медицины, центр активного долголетия и отделение сестринского ухода. В этом году к 90-летию больницы выделено новое помещение для музея. Он существует с 2012 года, однако располагался в маленькой комнате. На сегодняшний день обновлена экспозиция, выдержан единый дизайн и стиль в оформлении.
Инициатором, вообще вот идейным вдохновителем был наш бывший главный врач Назаров Анатолий Николаевич и известный по республике журналист, пресс-секретарь тогда был, заслуженный работник культуры Иван Егорович Ксенофонтов. Тогда вот начали собирать материалы, фотоматериалы, фотопортреты сделали ветеранов, лучших работников. Наше, значит, будущее поколение врачей, медицинских работников и других прочих персоналов будет знать, должны вообще историю знать, конечно, да, больницы. К текущему часу это вся информация. Всего доброго и удачного дня. Это «Утро Якутии». Ева Грин страдает от загадочной болезни. Рассел Кроу играет в покер. Павел Прилучный спешит к сыну. А вы готовитесь смотреть эти и другие любопытные новинки, которые ждут вас в кинотеатрах в ноябре. Ну а сегодня четверг, и мы знакомим вас с первыми новинками этого месяца. Доброе утро! Знакомимся с премьерами этой недели, которые можно посмотреть в кинотеатре «Лена» уже сегодня. Мел Гибсон переживает худшую ночь в своей жизни в новом трейлере «В эфире». В центре сюжета популярный радиоведущий, который отвечает на очередной звонок в студию. И тут выясняется, что слушатель взял в заложники семью шоумена, угрожая убить их всех в прямом эфире. Ведущему приходится сыграть в игру, раскрыв свои тайны многомиллионной аудитории. Главное правило – эфир прерывать нельзя. Эксцентричный радиодиджей принимает очередной звонок в студию от слушателя, не подозревая, что этот разговор затянется на всю ночь. Единственный способ победить в этом противостоянии – выяснить личность преступника. У этой дуэли есть одно правило – не прерывать эфир, ведь шоу должно продолжаться. Я не подам в суд, просто уйди из моего дома. Даже не думай отключаться. Говорят, что я больной на всю голову. Бред. Прошу, отпусти моих жену и дочь, и все будет хорошо. В корейском фильме «Катастрофе» пассажиры самолета оказываются в чрезвычайной ситуации. На борту авиалайнера, летящего на Гавайи, таинственно умирает пассажир. Вскоре в самолете начинает твориться полный хаос. Все больше людей поражены неизвестным заболеванием. Добиться посадки не выходит. Все аэропорты отказываются принять зараженный рейс. Горючее заканчивается, и остается только надежда на чудо. Самолет подвергся террористической атаке. Посадка самолета запрещена. Ждите дальнейших указаний. Посадка самолета запрещена. Посадка самолета запрещена. Может ли обычный человек стать героем? Безусловно, особенно если он собственными руками создает то, без чего не могут прожить другие. Печет хлеб, разводит рыбу, собирает мебель или варит сталь, спасает жизни или собирает самолеты. Документальная кинокартина «Руками» рассказывает истории нескольких людей, труд которых почти не ценят, но именно они делают наш мир возможным. Меня зовут Александр Сергеевич Пушкин, я машинист экскаватора. Цель в жизни – вырастить сына правильного, достойного. А с 7 ноября на большие экраны выходит фильм «Крым небесный», призер международных и российских кинофестивалей. Режиссер Сергей Дебежев характеризует жанр своей картины как фильм «Мираж», фильм «Полет», фильм «Зрелище», отмечая, что Крым – это удивительный уголок и уменьшенная копия Земли, где есть все. Горы, море, зеленые леса, песчаные пустыни, саванна, болота, потухшие вулканы, соляные озера и даже такие космические пейзажи, которые вовсе не похожи на нашу планету. Работа над фильмом продолжалась 1,5 года. Для создания киноленты проводились съемки высшей категории сложности в горных ущельях, на воде и под водой, в туман и шторм. Новые технологии позволяют показать недоступные человеческому глазу уникальные природные объекты и явления. В картине представлены съемки из космоса, сделанные космонавтом Антоном Шкаплеровым специально для проекта.
фильм снят в формате 4К. На этом у меня все. Напомню, что все эти фильмы вы можете посмотреть с этого дня в кинотеатре «Лена». Отличного вам настроения и приятного просмотра. Что ж, на Мэла Гибсона бы я посмотрел в этом интересном формате, но наш эфир подходит к концу, и пришло время объявить победителя, который получит вот этот вот сертификат в Fit Studio, фитнес-центр. Вопрос был следующий: какого направления фитнеса не существует? Цигун, Каланетика и Аквабоссу. И правильный ответ, конечно же, В. Аквабоссу. Первым на этот вопрос правильно ответил Гантимур Колесов. В 7:32 это произошло. Мы обязательно свяжемся с вами, с победителем, расскажем, как получить сертификат. Вы его обязательно получите и, вероятно, займетесь спортом. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. С наступающими вас праздниками, отличных вам долгих выходных. Наберите силы и энергии, чтобы встретить следующую рабочую неделю. До встречи!